Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами разберем очередную песню, и это будет песня «Ижимни». Музыка Анатолия Андреева, слова Гунги Чемитова. Ну что ж, начнем. Ну что ж, давайте прочитаем первый куплет. Юхун хара хибул саға, юмын гамте ширеш. Намыр вайға талхын сауғыр, намы туру былыш. Ну, как вы видите, этот куплет состоит из двух предложений. То есть, это первое предложение и это второе. Ну, как всегда, в самом конце стоит сказуемое. Ширеш – это форма глагола ширыхы. Мы видим окончание «ш» на конце. Вы уже знаете, да, что это означает «ты». Ну, вообще в бурятском языке не очень-то приветствуется обращение к матери на «ты», но тем не менее иногда в песнях или носители некоторых диалектов все-таки называют маму на «ты», но в большинстве диалектов все-таки обращаются на «вы». Ну, вот это вот обращение к взрослому человеку или уважаемому человеку на «ши», оно обусловлено исторически. В древности в языке было два типа местоимений – «ши» и «та». «Ши» означало обращение к одному человеку, а «та» ко многим. Вот именно к этому периоду восходит вот это вот обращение к матери как «ши». Ну, вот, я думаю, именно так обстояло дело. «Ты». Ширыхэ это означает нести или возить. Ты меня несла, да, можно перевести. И вот эта часть Юмын гамте говорит нам о том, каким образом ты носила, да? Очень бережно. Юмын гамте. Гамте это бережный, юмын гамте бережнее всего, получается, да? Чего-либо бережнее носила. Вот эта часть означает «в». То есть мы помним, да, что в бурятском языке то, что соответствует русским предлогам, стоит после слова и называется послелог. Вот, соответственно, то слово, к которому вот это «в» относится, стоит перед ним. Хибул саға, ну, можно перевести как «в животе» или «в утробе», да? Вот. Ну и, наконец, юхунгара – это 9 месяцев. Это обстоятельство. Без каких-либо показателей мы с вами можем употребить это с глаголом. Это будет означать 9 месяцев ты меня носила бережнее всего, ну вот, в своем животе. Второе предложение тоже имеет такую структуру. Туро былыш. Здесь мы видим глагол турыхы, рождать, да, родить. Ты меня родила, получается, да, опять же, ты родила. Намэ это меня, ты меня родила. И вот здесь опять мы видим послелог. Первая часть вот это похоже. И это действительно это один и тот же послелог. Но немножко вот эта вот конечная форма или окончание отличается. Саугур это внутри чего-то или в период чего-то. Слово, к которому это саугур относится, талхан, означает, первое значение это хлеб, но постепенно это значение, это слово было вытеснено словом хилемын, а слово талхан используется для обозначения вот, полей, да, где произрастает пшеница, там,
рожь и так далее. Талхан саур таким образом может означать либо в поле, а другое значение может быть во время уборки урожая. Оставшаяся часть намарбайга талхан саур, я всегда понимал, это как будто бы здесь есть запятая, вот так. Была осень, и во время уборки урожая ты меня родила. Сейчас мы с вами разберем припев этой песни. Ну что ж, давайте прочитаем этот припев. Ижим, ижим, илигазур хымш, игел дутыш намда, ижи, оршын явыш, илур инхазанда. Ну, здесь мы видим такой же параллелизм между двумя частями припева. То есть первые две строчки по структуре повторяют остальные две строчки. Так, ижим, это обращение к маме. Ну, вы знаете, что означает это М, моя, ижим, моя мама. Да? Ну, на русский язык это примерно будет переводиться как «О, моя мама», да, я думаю. Или «маменька», да, можно перевести тоже. Или «гзурхымш». В бурятском языке, вот, наверное, вы уже обратили внимание, да, что очень часто употребляется название внутренних органов. Да? Ну, как бы для кого-то это может показаться странным, но на самом деле буряты, как кочевники, ну, очень часто имели дело с внутренними органами, так скажем. Ну и, конечно же, не понаслышке знали, да, все это. Ну, допустим, вот «ильга», «зурхын» дословно означает «печень» и «сердце». Ну, то есть дословно как бы «ты моя печень» и «ты мое сердце». Да? Ну, как бы для русского человека это может быть немножко странным, да, показаться. О чем идет речь? Речь идет о том, что вот ребенка прижимают к печени, да? И вот поэтому самого близкого человека вот можно назвать, ну, вот эту вот фразу можно воспринять как обращение к любимому человеку, да? Но я думаю, не будет как бы ошибкой перевести вот эту вот часть как «ты мое сердце» просто, да? Но вот это вот само вот это значение, да, за вот этой фразой, что за этим кроется, я думаю, вы уже уяснили. Игел дутыш намда. Намда — это мне. Дутыш — ты близка. Угу. На самом деле это сказуемое. Игел дутыш — самое, да? Ты самое близкое мне. Здесь мы имеем инверсию, то есть сказуемое стоит перед дополнением. Ну, в поэзии, в песнях это встречается довольно часто. Вторая часть припева, ну, имеет такую же структуру. Ижи. Здесь, ну, можно петь ижим, можно петь ижи, как бы большой ошибки не будет. Вот, поскольку это так легко, да, просто сомкнуть губы, а можно не смыкать, как бы каждый выбирает для себя, да. Ижим или ижи, оршын явыш. Оршын явыха. Здесь такой у нас двойный глагол. Оршыха — это значит находиться, или пребывать, или жить, да, иначе говоря. Явыха — это ну, ходить. Оба слова имеют значение в данном контексте «жить». То есть «живи», да, как бы получается. И как жить, вот здесь вот во второй части этого предложения расшифровывается, да? «Илур инхы занда». Очень интересное слово «занда». Оно означает, ну, дословно, «зан» — это характер, «занда» в своем характере, как бы дословно, да? Но что это может значить? Почему в своем характере?
На самом деле это слово давно уже имеет значение как всегда, неизменно. Да? Живи или будь неизменно здоровый. Илурынхы. Я думаю, это какое-то обстоятельство. Будь неизменно здоровый. Вот такое прекрасное пожелание матери. Ну, вместе с тем воспоминания о своей маме. Я думаю, эта песня близка очень многим нашим, очень многим жителям нашей республики. И я надеюсь, что вы глубже поймете смысл этой замечательной песни и будете с удовольствием исполнять ее в кругу друзей и родственников. Тахимулстра Байтте.